Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 августа. Это вторник. Мы смотрим с вами на вот такой колоде, называется она «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака, и начинаем с Овнов. Овны первые у меня идут. Так, Овны, 9 августа, вторник. События дня. Покажите, пожалуйста, что будет происходить у Овнов. 9 августа. Смотрим, Овны. Цыпленок выпадает. Первое событие будет связано с детьми или с членами семьи, да, то есть какое-то вот совместное событие, вместе что-то будете делать. Чаще проигрываются дети. Интимная связь может быть. Будильник. Нужно следить за временем в этот день. Могут быть какие-то сложности. Подсвечник нельзя. Сундук. Сундук — это прибыль, финансовые поступления. Разлука, чемодан. Может быть, будете кого-то провожать или встречать с чемоданом. Сами иногда проигрываются, когда уезжаешь куда-то, да, с чемоданом. Вас кто-то будет провожать. Слезы. Ну, это вот как раз связано с расставанием, да, то есть слезы. Но это расставание временное по чемодану. Скользкое дело. Тут могут быть слезы с этим связаны. Скользкое дело — это обман. Да, то есть кто-то вас может обмануть. Гости. В этот день то ли пойдете в гости на определенное время, да, то ли будете ждать гостей, может быть, на определенное время. Подарок нельзя. Здесь нет. Получается, у вас в этот день какое-то событие, связанное с детьми или с семьей, интимная связь, посещение гостей или гость, ну, в общем, общение с гостями. Нужно следить за временем, могут быть опоздания, будет прибыль, будет расставание. Ну, расставание может быть, смотрите, да, вот вы с гостями посидели, да, то есть и разлука может проиграться, как вы расходитесь. И еще вот у вас предостережение, да, есть, это скользкое дело и слезы, да, то есть кто-то может вас обмануть, и это вас потом очень сильно расстроит. Вы поймете, да, что вы попали в чью-то ловушку, и вот потом расстроитесь. Поэтому постарайтесь избежать вот этого обмана, да, то есть это какие-то такие вот, знаете, скользкие предложения, то есть они как бы заманчивы, эти предложения, но на самом деле это обман обычно проигрывается. Так что будьте осторожны во вторник. Благодарю за внимание, Овны, и перехожу дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. Девятое августа, вторник. События дня. Покажите мне, пожалуйста, Тельцы. Цыпленок выпадает у вас. Общение с детками, с семьей. Первое событие. Тайная встреча, свидание.
деловое общение, слезы, пустые разговоры. Ну, это могут быть, допустим, и слезы радости, да, например, в пустых разговорах до слез, да, довели, какую-то историю рассказывали, либо смешную, либо печальную. Часы нельзя. Маску нельзя. Шарики, хорошие новости. Череп. Череп показывает, что вы будете заниматься своим здоровьем, да, в этот день. Или своей внешностью. Может беспокоить здоровье. Так, получение информации. Скорее всего, часто показывают электронное, да, то есть приходит либо смс, либо письмо на почту, электронная новость. Горизонтали, вертикали я не нашла совпадений. Значит, получается у вас в этот день общение с детками с утра или с членами семьи. Дальше деловое общение, тайная встреча, пустые разговоры, слезы, хорошие новости, информация и тема здоровья тоже будет актуальна. Либо что-то будет беспокоить по здоровью, либо будете заниматься своим здоровьем. Может так еще быть. Так что, тельцы, вот такая информация для вас на вторник. Благодарю за внимание. И дальше я перехожу к близнецам. Близнецы, смотрим, что у вас. 9 августа. Вторник. События для близнецов. Покажите мне. Книга. Книга – это посещение госучреждения. Может быть не посещение, а, например, звонок. Да? Так тоже может быть. Вы будете звонить, с кем-то там общаться. Приглашение. Гости нельзя. Неприятность может быть в этот день еще. Ага, смотрите, даже есть подсказочка, какая неприятность. Неприятность, ссора с кем-то. Луна показывает событие, которое повторяется каждый месяц. Да, вот в этот день может быть какое-то событие. Общение с друзьями. Обман. Причем рядышком ложится. Может быть, друг обманет или подружка. Может быть, не специально, не знаю. Что-то там приукрасит вам. Иногда бывает, что и мы обманываем. То есть обман иногда выпадает, что мы в этой маске. Может быть, вы обманете. То есть это тоже нужно учитывать.
здесь нет. Значит, смотрите, мешочек с деньгами нельзя. Да, то есть я эту карту не могу положить сюда. Дальше здесь нет, нет, нет. Прибыль тоже нельзя, потому что зафиксирована уже карта. И здесь нет совпадений. Значит, у вас получается с утра может быть звонок или поход в какое-то госучреждение. Дальше может быть приглашение куда-то, вас куда-то позовут, пригласят. Может быть неприятность, связанная с ссорой. Дальше событие, которое повторяется каждый месяц, будет у вас. Может быть, это вот будет связано, да, с госучреждением, вы ходите каждый месяц. И также еще может быть общение с другом, подружкой и обман. Так что будьте вот осторожны. У вас, видите, есть 2 предостережения в этот день. Может быть неприятности, может быть обман. Благодарю за внимание, близнецы. И я перехожу дальше к ракам. Смотрим, раки. События для вас. 9 августа, вторник. События для раков. Покажите мне, пожалуйста. Змея, первое событие. Вы можете встретиться с человеком-змеей, да, то есть это либо какой-то вредный такой человек, да, с ядовитым языком, или, может быть, еще по внешности, по году рождения змея, да, то есть по своей профессии, да, например, медицина связана у нас со змеями. Дорога может быть. Неприятность нельзя. Замочек. Откроется какая-то информация, тайна, да, то, что было спрятано, скрыто от вас. Или иногда замок еще что-то закрыто. Да, вот, например, дорога, замок, да, то есть попадаете в какой-то тупик, попадаете в пробку, попадаете, да, на какую-то дорогу, которая перекрыта. Вот иногда может так проигрываться. Победа. Ну, видите, все разрешится. Все будет хорошо. Так, сейчас проверю еще горизонтали, вертикали. Но пока больше ничего не увидела. Новости точно будут хорошие. Шарики. Возможно, вот эта змея принесет хорошие новости. Так, здесь нет, здесь нет. Череп есть еще. Череп – это у нас плохое самочувствие. У вас, вернее, будет, может быть, плохое самочувствие. Или еще череп выпадает, когда мы занимаемся здоровьем. Да, то есть идем в поликлинику, идем сдавать анализы, идем к какому-нибудь там массажисту, мастеру, да, то есть косметологу. То есть занимаемся здоровьем, внешностью. Может еще так быть. Угу. Больше я не нашла. Получается, у вас точно придут какие-то прям очень радостные новости. Вы встретитесь с человеком-змеей в этот день. Будет поездка. Узнаете какую-то информацию, тайну. Или же, возможно, будет, да, что-то перекрыто, закрыто. Будет победа. Будет деловая встреча. Еще нашла. Деловая встреча. И, ну, кстати, череп может показывать, допустим, усталость вечером, да, то есть когда такое вот разбитое состояние.
Да, например, после там поездки, дороги, после встреч, то есть как-то просто устали и все. Вот может так еще быть. Так что, раки, вот такая информация для вас на вторник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Львы. Девятое августа. Августа. События для львов. Покажите мне, пожалуйста. Вторник. Исполнение желания будет у вас в этот день, во вторник. Конвертик получения. Получите конвертик. Да, то есть конверт это может быть какой-то документ, справка, посылка может быть. Время. Следите за временем обязательно. Если выпадает будильник, это означает, что будете либо опаздывать, либо торопиться куда-то. Может быть, наоборот, долго ждать. То есть какая-то проблемка произойдет. Дорога. Видите, выпадает. Может быть, вы должны куда-то приехать к определенному времени. Глубокая печаль, какое-то разочарование, расстройство еще может быть. Так, и сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали для вас. Может быть, что-то еще увижу. Да, вижу разлуку. С чемоданом вы куда-то собрались. Да, то есть дорога, а здесь, видите, чемодан нарисован на машине. Так что, возможно, будете с кем-то расставаться в этот день. Смотрим дальше. Здесь нет совпадений, нет. Значит, у вас исполнение желания. Кстати, конверт это может быть билет. Да, то есть у вас какая-то вот бумага на руках. Да, то есть вы получаете какую-то бумагу. Бумага, потом разлука. Ориентироваться нужно будет, следить за временем в этот день. Будет поездка и какая-то неприятность. Ну, вернее, даже не неприятность, а это разочарование какое-то может быть в этот день. Я не знаю. То ли то место, куда вы приехали, вас расстроит, то ли что-то вот произойдет такое. Что-то может расстроить вас в этот день. Причем это будет уже, скорее всего, в конце. Смотрите, еще могло быть, знаете, как получиться. То есть, если вы первое увидели событие, тогда проиграется событие, а не глубокая печаль. Ну, давайте, знаете как, у вас сейчас идут дни рождения. Кстати, вот у кого 9 августа день рождения, если вдруг вы смотрите, я вас поздравляю. Давайте вам сделаем подарочек и оставим вам событие. Да, то есть наш расклад, что хотим, то и делаем. Да? Так что оставляем вам событие. То есть карта говорит, что будет событие, да, то есть будет какое-то мероприятие. Возможно, вы едете на это событие. Или вот эта поездка и будет событием, например. Да, так что оставляем вам события. Получается, все события тогда у вас хорошие. Да, время, события, исполнение желаний, разлука. Так что, видите, все в плюс сделали вам. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам.
Так. Смотрим, девы. 9 августа. Августа, девы, вторник, события дня. У вас сразу же первое выпадает время, будильник. С утра может быть какая-то проблема со временем. Может быть, будильник не прозвенит, или опоздаете там на работу, на учебу, по делам, не успеете. Так что учтите этот момент. Конфликт следом идет. Еще есть верность. Верность, гармоничные отношения в паре. То есть в личной жизни все будет хорошо в этот день. Приглашение. Застолье. Любовь. Возможно, на застолье пойдете, да, с любимым человеком, или, может быть, застолье будет, да, у вас как свидание. Кстати, лебедь иногда показывает какое-то событие в паре. Да, то есть не просто гармонию, там, любовь, а именно вот событие какое-то. День знакомства, день свадьбы. Поездка. Разочарование какое-то еще может быть вечером. Так, сейчас я еще посмотрю здесь, что есть. Горизонтали нет. Вертикали тоже не вижу. Значит, у вас, смотрите, нужно обязательно следить за временем с утра, будут какие-то проблемы. Будет все хорошо в личной жизни у вас в этот день, да, гармония, может быть, даже какое-то событие. Приглашение, любовь, застолье, поездка. И будет также вот из минуса, да, то есть это все вот все прекрасно, а из минуса получается конфликт и какое-то разочарование, расстройство. Ну, я так понимаю, что печаль, понятно, то есть это результат вот этого конфликта. Вы с кем-то можете серьезно поругаться, но это точно будет не, да, вот не любимый человек. Может быть, это как-то будет связано со временем. Вы опоздаете, да, и поругаетесь вот, например, с человеком. Может быть, человек опоздает, да, то есть вам придется долго ждать, и вы будете ругаться. Не знаю, в общем, может быть конфликт по ночам. Так что, девы, чтобы не расстраиваться, да, и не разочаровываться, возможно, как-то постараться избежать конфликта в этот день. В общем, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть вы найдете под этим видео в описании. Да, если вниз прокрутите, там будет. Или же оставляйте запрос в комментарии. Пишите, мне нужна ссылка на вторую часть. И я вам буду оставлять тогда в комментарии. Жду вас со второй части.